Всем наигроманнейший привет, и вы на канале Супергекса. Сегодня я буду вам показывать пустые баночки за прошедший месяц март. И да, я вас приветствую в апреле, вскоре у меня день рождения, и это, наверное, классно. Ладно, давайте буду вам показывать, что же закончилось у меня в предыдущем месяце. И также хочу отметить, что закончилось довольно-таки много. Так что готовьтесь получать наслаждение. Погнали! Итак, что же мне попадется? Оп-оп-оп, ого! Окей, попалась зубная паста Biomed со вкусом кокоса, Super White, бережное отбеливание и укрепление чувствительной эмали. Ну, великолепно, не правда ли? Хочу сразу сказать, что эта паста действительно имеет отбеливающий эффект, и этот эффект мягкий, бережный. Это так. И кроме того, мне нравится эта паста вкусом кокоса, именно кокосового молочка. Правда, вкус пропадает, ну, как бы, знаете, он же легкий сам по себе, и поэтому довольно быстро он притупляется, и его уже не ощущаешь. Именно это не нравится моей семье, но мне нравится все равно. Паста хорошая, классная и по вкусу, ну, для меня это точно, и по, соответственно, своему действию. Всем однозначно рекомендую. И мы идем дальше. Следующее, что мне попадается, мой обожаемый гель для душа от Ифраше серии Жадан Димон. Что это у нас? Гватемальский орех макадамия. И это пахнет именно орешком макадамии. Естественно, таким печеньем. Просто великолепный аромат. Печенье кто-то сравнивает с подтаявшим мороженым в вафельном стаканчике. Да, это тоже будет верным сравнением. Ну, это божественный запах, который остается на коже после применения. Кроме того, сам гель имеет кремовую основу и дает нежно-шелковистую пену, которая прекрасно очищает кожу и ухаживает за ней. Однозначно я рекомендую, а у меня так это вообще must have. Ага. Закончился буквально вот недавно такой продукт, который, честно говоря, шел у меня не очень, как-то, ну, не сильно-то приглянулось, так откровенно вам скажу. Это лимитированная коллекция молочко для тела, клюква с миндалем. Но, собственно говоря, я знаю, что обычно в таких упаковках их товары не очень, ну, я имею в виду крема, там, да, молочко, ну, вообще кремов нет, молочко, не очень хорошее, да, обычно бывает. Тут молочко-то оказалось, в принципе, хорошим. Оно распределяется хорошо, но оставляет такие, знаете, разводы. И, в принципе, ну, вот что-то мне не нравилось, знаете, какая-то вот текстура не до кремовая, не до молочко, ну, что-то непонятное, что-то среднее, что меня как-то вот, ну, отталкивало. Аромат такой, знаете, тоже он, ну, не, ну, аромат, в принципе, нормальный, но какая-то такая горячая клюква, что ли, вот такой какой-то запах, ну, нестандартно, как-то, в общем, не тянулась рука к этому средству, увы и ах, поэтому не могу я вам рекомендовать, а, впрочем, по-моему, его уже не продают, да, ну и хорошо, вот что я вам скажу. В общем, так, в принципе, питала кожу нормально, ничего не могу сказать прям кардинально против, просто как-то вот не мое. Ну, в целом хорошо, да. Мыльце для рук. Так, это у нас мыло с ароматом манго и кориандра. Если вы открутите вот так вот, да, и вдохнете аромат, то действительно пахнет манго и кориандром. Но почему-то после того, как я мыла руки, у меня потом они пахли сочно, вкусно, мандаринками. И, честно говоря, меня это очень впечатлило. Это то мыло, которое бы я однозначно рекомендовала. Оно прекрасно пенится, очищает руки от загрязнений и при этом, да, дарит вот такой волшебный аромат свежих, шикарных мандаринов. Супер, мне очень понравилось. Конечно, маленькая упаковка, но при этом экономично. Как обычно, да, вот на дне остается. Закончить обычным для этой упаковки образом не получится, придется откручивать, выливать мыло и, собственно говоря, да, вот так и живем, что поделать. Клинок – это марка, которая продается в сети гипермаркетов Ашан. Бюджетная марка, средство для мытья посуды с бальзамом зеленый чай и мята. Аромат мне, в общем-то, понравился, не помню цену, но действительно очень бюджетная, по-моему, 21 рубль даже, где-то так. Здесь 500 миллилитров. Я хочу сказать, что оно, конечно, плоховато пенилось, но в том плане, что пены было недостаточно на большое количество посуды, хватало всего лишь на 2-3 позиции, но, тем не менее, для бюджетной марки я считаю, что неплохо. Открывается здесь вот таким поднятием. Запах, почему-то этот запах ассоциируется с баней. Да, он какой-то такой банно-мыльный. Как еще сказать, не знаю. Ну, такой. В принципе, запах-то так себе. Но нормально. Я считаю, что для бюджетного варианта очень ничего.
Закончилось два ополаскивателя для полости рта, и один из них был лишней покупкой, а точнее вот этот сплат. Да, он неплохой, но он не борется с тем, что здесь указано. Лечебные травы, значит, способствуют защите от кариеса, ну это, конечно, не могу сказать, обеспечивает профилактику воспаления полости рта, освежает дыхание и защищает от образования налета. Ну, в общем, конечно, здесь про десна немного написано, и больше обеспечит профилактику, да, а не лечение, конечно же. Поэтому, в общем, имея воспаление десен, да, какое-то время, мне, в общем, не помог этот сплат, так что если вдруг у вас, ну, вот кровоточит десна, воспалены, то нет, не берите, ни в коем случае не поможет. А вообще приятный сам по себе ополаскиватель, чисто для профилактики хорошо. Знаете, здесь такой вкус прям... Я прям забыла, здесь вкус какой-то такой необычный. Ну, я действительно забыла, но отмечала всегда, когда использовала. Ну, да неважно, в общем-то, он приятный, это точно. Мне понравился, классный, ну, так, освежает полость рта хорошо, но не помогает, конечно же. Хотя нам никто не обещает на упаковке. И взяла я... в связи со своей проблемой Мексидол. Вот Мексидол вам очень рекомендую, это профессиональный уход и ополаскиватель для полости рта, профилактика пародонтита и кариеса. Предупреждает, ну вот тоже написано вроде, да, предупреждает, но тем не менее, без фтора, кстати говоря, укрепляет ткани слизистой рта, препятствует образованию зубного налета и вот предупреждает и уменьшает кровоточивость и воспаление десен. Но это не предупреждает, это лечит реально. То есть именно вот Мексидол меня отлично, ну вместе с пастой Пародонтекс, отлично спас, помог, и у меня буквально уже к вечеру, да, то есть утром я попользовалась, а к вечеру у меня уже воспаление прошло и кровоточивость, можете представить? И на протяжении всего времени, как я им пользовалась, я вообще уже забыла о том, что такое воспаление десен и кровоточивость, так что очень даже всем рекомендую. Надо будет пойти еще взять, потому что профилактика это good. Гель для душа от Ифраше. Cherry Bloom, утро в саду, вишня в цвету. Здесь 200 мл, вот такой вот небольшой флакончик, такая небольшая упаковочка. Аромат здесь очень приятный, весенний, знаете, такой красивый, вишни в цвету, запах просто вот прям волшебство. Конечно, я вам однозначно рекомендую, естественно, приобретите, но цена высока. Но, наверное, оно того стоит, это средство, потому что, ну, получаешь удовольствие при использовании, плюс оно экономичное, и запах такой вот весенний витает в ванной комнате, но это что-то. Он сохраняется на коже, но ненадолго, и, конечно, он едва уловимый, так как здесь не является каким-то интенсивным. Да. Могу порекомендовать. Вот, кстати, это паста Пародонтекс с фтором. Есть без фтора, с фтором. С фтором, кстати, хорошо для взрослых зубов, очень полезно, главное не глотать. Хотя тот фтор, который содержится в зубных пастах, он не вреден в действительности, естественно. Иначе бы его просто не разрешили использовать. Очевидно же. Эффективно борется точно так же с воспалением, именно борется, видите, тут уже борется с воспалением и кровоточивостью десен. В общем, классная штука, знаете, такая паста красноватого цвета, имеет вяжущий эффект, ну, это да, это хорошая паста, однозначно, я вам рекомендую. И несмотря на то, что она такая маленькая, тоже оказалась весьма экономичной, правда, ей пользовалась одна. Ну да ладно, идем дальше. Есть вот такой, есть, уже нету, был у меня вот такой вот гель для душа от Джана. Так, здесь у нас манго и папайя. Мне понравился этот гель для душа. Единственный его минус, а я именно отнесу это к минусу, это то, что на задней стенке изображена, ну, скажем так, полуобнаженная женщина. Это не очень хорошо, когда у вас есть дети, да, особенно мальчики, которые моются, и как бы это наблюдать, ну, я считаю, что не стоит. Вот, то есть она прижимает грудь свою, да, голую, и полотенце у нее спущено даже настолько, что видно слегка попу. Ну, извините, это никуда не годится. Я считаю, что с дизайном тут явно надо поработать. А вот аромат геля впечатлил, и также его свойства. То есть здесь он отлично пенится. Аромат такой, знаете, сочный, сладкий, пахнет папайей, но искусственно. То есть химозный аромат. Но как сочно, но это что-то, конфетками пахнет. Балдею от этого запаха. Вот. Пена, конечно, не какая-то там шелковистая, обычная пена, но ничего, неплохо очищает, и аромат сохраняется на коже, что, разумеется, тоже очень даже круто. Вот такой вот шампунь закончился, который не приглянулся моему сыну, а покупала я именно для своих мужчин. И закончил, как вы понимаете, именно муж.
100% объем, густота и свежесть для мужчин. Ну, нафига мужчинам густота? Непонятно, чтобы у них такая огромная шапка была. Но, честно говоря, действительно обладает именно густотой. И это минус, если волосы чуть подросли, и вот у тебя уже шапка на голове. Не вижу в этом абсолютно смысла. А здесь, знаете, он такой ментоловый, да, экстрактом мяты. И имеет, да, здесь вот написано. Нет, не написано. В общем, имеет охлаждающий эффект. И вот это моему сыну не понравилось. Так что, если кому-то тоже не нравится охлаждающий эффект, то проходите мимо однозначно. А так, в целом, хорошо очищал, имеет приятный аромат, а волосы долго оставались свежими. Аромат хороший, очень приятный. Люблю марку Dove. Волосы долго оставались свежими и ухоженными, и приглаженными. Супер. А у меня закончился вот такой шампунь, который я не первый раз беру, Модес марка. И мне он очень нравится, потому что он эффективен в борьбе с желтыми волосами. Итак, шампунь для волос, усилитель для нейтрализации желтизны. 250 мл. Да, нейтрализует, сам по себе он фиолетовый, темно-фиолетовый. И как бы это само за себя говорит, я много раз об этом, эту тему поднимала, что и так понятно, что этот цвет, он и как бы подкрашивает волосы, осветляет их. И ну что, зато это действительно классно, это работает, и он стоит свои 350, по-моему, рублей. И кроме того, здесь приятный такой цитрусовый, тоже какой-то цитрусово-конфетный. Да, аромат просто шикарный, наишикарнейший. Берите, 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 если вы блонди и хотите поддерживать свои волосы в этом красивом цвете. А, да, кстати, хорошо пенится, и единственный, наверное, минус, это то, что, обладая своим цветом, он, конечно, повсюду, он жидкий, жидкий, и когда он капает, да, то вся ванная буквально, она в этом стенке ванны, да, вот это все будет обязательно фиолетовым. Но ничего страшного, это все смывается сразу. Дальше осталось-то уж совсем немного, и следующее, что я вам покажу, это Экола. Был подарен мне этот мицеллярный раствор. Так, для снятия макияжа с лица и глаз. Ну, натурально, органично, все как обычно. Экола, вам марка наверняка очень даже знакомая. Хотя хочу сказать, что на некоторые средства они явно увеличивают цены. Сухое масло для тела, дороговато для Экола, посчитаю. Реально люди попутали, это все-таки наша марка, зачем такие цены гнуть? И так сейчас трудно жить, правда? В общем, это средство мне понравилось по своему качеству, то есть, да, прекрасно снимает макияж, очищает от загрязнений, но здесь нет никакого запаха, не знаю, как вам, а мне это лично не нравится. Я люблю, когда есть хотя бы легкий аромат, но тут его просто нету. И вот так вот. Беру такие вот малютки Персоль, Fix Price, мне не нравится, их переваливаю просто в другую баночку, скажу вам по секрету, это удобно. И здесь вот достаточно получается по количеству, без хлора, кислородный отбеливатель, который действительно работает, отбеливает вещи, придает им такое сияние и белизну. Это здорово, здорово. Поэтому, конечно, тоже вам рекомендую. А стоимость невелика, 12 рублей кажется. У ребенка закончилась вот такая паста 2080, Strawberry, вкус клубнички. Это Dental Clinic. Хорошая паста, она гелевая, ребенку очень даже нравится. Так что периодически берем и вам рекомендуем. И также в очередной раз закончился, я буквально недавно в покупках ее показывала, да, зубная лента от Colgate Total, 25 метров с фтором и мятным вкусом. Вот это мне очень понравилось, она с фтором и мятным вкусом. Ну, то есть фтор я не чувствую, а мятный вкус чувствую. И, в общем, она классная, эта лента. Ей удобно очищать любые промежутки, да, даже самые труднодоступные между зубами. Поэтому, конечно, рекомендую. И вкусная такая, и прекрасно очищает. Мне, например, как-то нитки после этой ленты вообще перестали нравиться. Но каждому свое, тем не менее. Вот, на этом мои пустые баночки заканчиваются. Вот их было, на мой взгляд, довольно-таки много. Так много у меня уже давно не было, откровенно говоря. И на этом, разумеется, мне придется с вами попрощаться, но не навсегда, всего лишь до следующего ролика. Так что подписывайтесь, если еще это не сделали, а также подписывайтесь на канал Gecko Life. Я вам его рекомендую, если вы любите что-то такое более жизненное, не только косметику, да, но какие-то влоги, кулинарию, еще что-то, книги даже. К сожалению, в последнее время я там часто книги не снимаю, но это не важно, все равно как в планах есть. В общем, заходите, смотрите, выбирайте на свой вкус и подписывайтесь, я вам рекомендую это однозначно. Всех люблю, целую, до встречи в следующем ролике, пока-пока!